بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его домочадцам и его сподвижникам. Есть один этикет из этикетов ислама, которым пренебрегают братья-мусульмане, которые не руководствуются им и относительно которого у них нет правильного понимания относительно методологии и руководства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этикет, о котором мы хотим поговорить, это этикет о том, как нужно приходить в гости. Некоторые посещают своего брата, предварительно не предупредив его об этом, и, соответственно, тот брат не всегда бывает готов встретить его, не готов оказать ему должный прием и говорит ему с порога: «Возвращайся, ибо я не готов оказать тебе гостеприимство и должный прием, так как я занят и у меня есть дела». Тогда брат, который без предупреждения пришел в гости, возвращается, чувствуя некоторое стеснение в груди, говоря про себя: «Почему он так поступил? Почему он меня не впустил? А ведь я приехал издалека». Относительно этого положения Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «А если вам скажут вернуться, то возвращайтесь, это лучше для вас». И перед тем, как разъяснить это положение, Аллах говорит: «О вы, которые уверовали». То есть Он обращается к верующим в этих аятах относительно того, чтобы они вернулись, когда им говорят «возвращайтесь». Аллах обращается к верующим, которые довольны им как Господом, исламом как религией и Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как пророком. Может быть, у того, кто говорит «возвращайся», есть дела, или в его доме есть то, что он не хотел бы, чтобы ты видел. Именно поэтому он говорит «возвращайся». И это этикет того, кто навестил своего брата в его доме. А также, если ты позвонил ему на мобильный, и он не ответил тебе, вот тут шайтан начинает свои козни наущениями. Говоря, ты позвонил ему, а он не отвечает. Или он вовсе не хочет, чтобы ты звонил. Это все проделки шайтана, чтобы ты думал о своем брате плохо. Вот именно здесь и нужно взяться за руководство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в котором ты предоставишь оправдание своему брату. Может быть, ты позвонил, а у него телефон на беззвучном. Или он был занят, или когда спал, или телефон был не под рукой. Причин опять-таки много. Так почему же ты, прежде чем обижаться и обвинить его, не дашь ему оправдания? И вместо того, чтобы думать о нем плохо, постарайся сложить хорошее мнение о нем. Разве все эти оправдания не имеют места быть? Но дьявол в каждый удобный момент старается посеять вражду и неприязнь между братьями-мусульманами. Тем самым, чтобы мы не руководствовались наставлениями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с которыми нам надлежит поступать. Соответственно, руководству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, нужно позвонить 3 раза и подождать, пока нам не ответят. Если мы будем придерживаться такой методологии, которой нас обучал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то это решит многие проблемы, которые возникают между братьями-мусульманами, через которые шайтан хочет натравить нас друг на друга и разорвать наши религиозные и братские узы. И в завершении нам следует придерживаться верного руководства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в предоставлении оправдания нашим братьям. Это то, что мы хотели разъяснить, и да пребудет мир и благословение Аллаха над его наилучшим созданием, пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, над его домочадцами, сподвижниками и над всеми мусульманами. Аминь.